Содержание нормативно-правового модуля предполагает изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих политику государства в области образования. Общая идея всех нормативно-правовых документов – нацеленность на решение стратегической задачи – повышение конкурентоспособности человеческого капитала. Поэтому необходимость обеспечения эффективной жизнедеятельности человека в условиях техногенной цивилизации предполагает переориентацию общественного сознания на приобретение качественно новых знаний и навыков, раскрытие интеллектуального человеческого потенциала. В связи с этим, как указывает глава государства, приоритетом государства в социальной политике должны быть масштабные инвестиции в развитие человеческого капитала. На что нужно вам обратить внимание при работе с нормативными документами? Если исходить из того, что качество является главным приоритетом государственной политики в области образования, во-первых, определить приоритетные направления развития системы образования. Это профессионализм, как гарант занятости, эффективного функционирования национального рынка труда, подготовка высокообразованных и высококвалифицированных кадров для отраслей экономики, реформирование и модернизация сферы образования. Во-вторых, знать задачи и механизмы реализации модернизационных процессов. Среди главных задач – внедрение в процесс обучения современных методик и технологий, распространение опыта ниш на всю систему казахстанского образования для приближения их к уровню всех образовательных учреждений, повышение качества педагогического состава, создание независимой системы подтверждения квалификации, реформирование доступности образования для молодежи, формирование эффективной системы непрерывного образования, обучение в течение жизни как главной формуле динамичного развития, усиление воспитательного компонента в процессе обучения, патриотизм, нормы морали, нравственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и духовное развитие, законопослушание должны стать главными качествами молодежи. При изучении следующей темы вам необходимо внимание обратить на следующее, что в ГПРО на 2011-2020 годы, 2016-2019 годы, в национальном плане действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы доминирующими критериями оценки качества образования названы следующие показатели: качество условий, качество процесса, качество результата. Как заместителем руководителя организации образования вам необходимо учесть, что мониторинг качества образования осуществляется поэтапно. На первом этапе совершенствования необходимо измерить учебные достижения, определить и оценить уровень достижений. На втором этапе определить контекст, в котором существует образовательная система школы, то есть привести действия в соответствии со стратегией образования, политикой государства в области образования. На третьем этапе разработать необходимые меры воздействия, то есть определить, какие меры необходимо предпринять, исходя из существующих проблем. Четвертый этап определяет ваше умение определить полноту реализации целевых индикаторов развития системы образования, которые определены действующими нормативными документами. В государственной программе развития образования и национальном плане по развитию функциональной грамотности школьников разработаны механизмы совершенствования оценки качества образования. Они представлены на слайде. Следующая тема модуля – аудит качества, который осуществляется на основе нормативно-правовых документов государственного контроля качества образования в Республике Казахстан и государственного общеобязательного стандарта образования. При изучении данной темы вы систематизируете свои знания по следующим вопросам. Что такое аудит качества? Какие решает он задачи? Какие требования предъявляет стандарт качества образовательных услуг? В данном контексте государственный стандарт образования является инструментом организации и координации системы образования, служит критерием оценки ее адекватности новым целям и ценностям образования, служит средством обеспечения единства и преемственности отдельных ступеней образования в условиях перехода к непрерывной системе образования и является нормативно-правовой базой регулирования взаимоотношений субъектов системы образования. С одной стороны, это учащиеся, преподаватели, руководители образовательного учреждения, с другой стороны, государство и общество. Уважаемые коллеги, вы видите, что во всех нормативно-правовых документах качество определено главным приоритетом и гарантом инновационно-индустриального развития государства. Дальнейшее изучение образовательного контента позволит вам повысить профессиональную компетентность по вопросам эффективного использования в управленческой деятельности законодательных и иных нормативных документов. Желаю вам успехов в учебе.